Здравствуйте! Программа «Культура Хакасии» вновь с вами. Меня зовут Наталья Чудина. И ближайшие 10 минут главные новости культурной жизни республики. Не переключайтесь, будет интересно. Этот год стал юбилейным для Хакасского национального краеведческого музея. 85 лет назад он начал свою историю. Со дня основания и по день сегодняшний, даже в самые тяжелые времена, годы Великой Отечественной войны и лихие 90-е, музей продолжал выполнять свою миссию. Сохранял материальное наследие республики, проводил научно-исследовательскую работу и открывал свои двери для посетителей. С чего начинается музей? С дорогого и редкого экспоната, с уникальной коллекции или с удобного помещения? История Хакасского краеведческого музея показывает, что все начинается с людей. Нашей республике повезло. За 85-летнюю историю руководить и работать в музее в разное время довелось профессионалам высокого уровня. Одним из первых, сумевшим организовать не только экспозиционную, но и научно-исследовательскую работу в Хакасском областном музее, стал Петр Иванович Каралькин, научный сотрудник Государственного музея этнографии Санкт-Петербурга. Он работал в Хакасии с 1939 по 1941 год. Организовал первую археологическую экспедицию. Он занимался изучением каменных изваяний, наскальных рисунков. Была собрана большая археологическая коллекция, этнографическая. После войны история нашего музея неразрывно связана с именем Альберта Николаевича Липского. Именно он начал собирать самую знаменитую коллекцию краеведческого музея, которая сейчас известна не только в республике, но и далеко за ее пределами. Коллекция каменных изваяний нашего музея стала пополняться благодаря Альберту Николаевичу Липскому. В 1949 году он привозит первое изваяние биджинского барана. Ну и мотивирует вот этот перевоз изваяний тем, что эти изваяния могут быть разрушены. В начале 50-х степи Хакасии активно превращали в пашни. В стране осваивали целину. Оставить каменные изваяния в поле было равносильно их уничтожению. Кстати, многие археологические раскопки на территории республики носили охранный характер. Особенно в 70-х, 80-х годах, когда строились предприятия, дороги, оросительные каналы. Государство развивало экономику, а краеведческий музей вел научную работу и пополнял фонды новыми артефактами. Краеведческому музею всегда везло на дарителей. Благодаря щедрости Ирины Карачаковой-Картиной, известного хакасского скульптора и коллекционера, в экспозиции появилась выставка «Дворянское гнездо». Сейчас наша коллекция является уникальной за Уралом, за Уральскими горами, потому что собрать такое количество антиквариата, великолепной скульптуры знаменитейших авторов, скульпторов в наших условиях было бы невозможно. Вот только благодаря этому дару у нас есть эрмитажного уровня коллекция. В юбилейный год сбылась мечта нескольких поколений музейного сообщества республики. Хакасский национальный краеведческий музей обрел свое собственное специально построенное здание. С наполнением огромного музейного пространства проблем не будет. То, что сегодня открыто для посетителей в экспозициях, всего лишь 7% от общего количества экспонатов. Сколько разных тем мы могли бы раскрыть. Но здесь у нас места просто нет. Вот те же самые пещеры Хакасии вот у нас представлены 4 экспонатами. Или, допустим, у нас совершенно не представлена палеонтология. А сколько у нас палеонтологических животных обитало когда-то на территории Хакасии? Свой юбилей сотрудники музея отмечали уже в новом здании. В качестве подарка по поручению главы региона музей получил сертификат на приобретение телекоммуникационного оборудования на сумму 136 тысяч рублей. Андрей Готлиб, директор музея, за большой вклад в развитие культуры республики удостоен высокой награды – ордена за заслуги перед Хакасией. Наша задача – сделать наш музей достойным нашей республики, и чтобы это было место, где мы можем с вами познакомиться с богатейшей, многонациональной и очень яркой, замечательной историей нашей Хакасии. Строительство музея находится на завершающей стадии. После сдачи здания в эксплуатацию музей приступит к переезду. Более 140 тысяч музейных предметов ждут своего часа. Богатейшие коллекции по археологии, этнографии, нумизматике, палеонтологии, геологический фонд, коллекция живописи хакасских художников будут представлены в экспозициях Республиканского музейно-культурного центра в ближайшем будущем. В
В Абакане подвели итоги республиканского межнационального конкурса детского творчества «Таланты земли хакасской». Главная цель мероприятия – приобщение молодежи к культуре своего народа. 7 красавиц в возрасте от 9 до 12 лет представили традиции и культуру русских, хакасов, шорцев, поляков. Конкурс прошел по нескольким номинациям: визитная карточка, приветствие на родном языке, дефиле в национальном костюме и вечернем наряде. Самой яркой стала номинация «Шоу талантов», где девочки пели, танцевали и даже показывали акробатические трюки. Какие они раньше пришли, первая репетиция как прошла и сейчас, чему девочки научились, это небо и земля. Они, во-первых, стали увереннее в себе, некоторые стали слушать музыку, хотя раньше не попадали в такт. Они стали эмоциональнее, стали говорить визиточки прям с эмоциями, расцвели как бутоны. Самой талантливой была признана Анастасия Симонова из культурно-национального общества «Полония». Остальные участницы также не остались без подарков и титулов. Жюри выбрали мисс Обаяние, мисс Улыбку и мисс Волшебный голос. Русский республиканский драмтеатр имени Лермонтова открыл очередной 77-й по счету сезон. Открыл премьерой, а это значит, что для любителей театра, актеров и режиссера получился двойной праздник. Главный режиссер театра Евгений Ланцов за полчаса до премьеры вышел в фойе театра, оценивал, сколько зрителей собрал поставленный им спектакль. Наблюдениями остался доволен, как говорится, зритель пришел. По словам режиссера, сам он и весь театр переживает в день открытия нового сезона чувство сродни встречи Нового года. Такой же большой и знаковый праздник. Появилась современная пьеса, которая, как мне кажется, очень как-то попадает своей темой, своей тематикой в сердца людей. И вот мы сегодня это проверим, насколько это все получилось. «Земля Эльзы» – так называется современная пьеса, написанная драматургом Ярославой Пулинович. Евгений Ланцов весной поставил ее в Красноярске. До Нового года в театре Пушкина «Земля Эльзы» будет идти дважды. На ноябрьский спектакль все места уже проданы. На конец декабря осталось всего 30 билетов. Заполнился зал и в Абакане практически полностью. И зрители не ошиблись в ожиданиях. Казалось бы, простая житейская история о внезапно возникшем светлом чувстве у двух людей, перешагнувших 70-летний рубеж. Она рассказана автором и воплощена режиссером и актерами так достоверно, что практически каждая сцена сопровождалась аплодисментами. Очень трогательный спектакль. Прекрасно играют. Душу прямо, вы знаете, проникают в душу, трогают за живое. Прекрасно играют актеров, вообще очень восхищены. Приятно, когда люди играют. Это видно и на эмоции, и как-то, не знаю, думаю, может быть, даже и полезнее смотреть театр, чем фильмы. Я считаю, что именно наши артисты нашего драмтеатра очень сильные и могут конкурировать с любым театром. По крайней мере, и с Пушкинским, и с Минусинским. Всегда приятно их посмотреть. Главные роли в спектакле играют заслуженная артистка Республики Хакасия Людмила Лосякова и заслуженный артист России Александр Яськов. Спектакль за 2 премьерных вечера уже посмотрели более 1000 абаканцев и гостей города. Интерес большой. В новом сезоне театр предложит зрителям еще одну премьеру – провинциальные анекдоты Александра Вампилова. Завтра в Абакане состоятся первые архивные чтения, которые проводят Национальный архив и Министерство культуры Республики Хакасия. Ожидается, что в научной конференции докладчиками станут более 40 участников из Хакасии, Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края, республик Алтай, Тыва и Бурятия. В Национальном архиве Хакасии находится на хранении около 300 тысяч документов. Исследователи используют их в своей научной работе. Некоторые доклады будут представлены на конференции. В рамках архивных чтений предполагается обсуждение широкого круга проблем, в том числе роли личности в становлении Сибири, воспоминания очевидцев как один из источников изучения истории региона, а также роль личных архивных фондов в документальном наследии Сибири. Для нас очень интересно это выступление и те сообщения, которые будут наших гостей представлены из других субъектов. Они всегда представляют больший интерес. Ну и, конечно, выступления наших и краеведов, и ученых, и историков, и архивистов, они будут тоже представлять очень огромный интерес. Очень много выступлений будет и сообщений на тему роли личности, а это сейчас очень актуально. На это у меня все новости культуры. Оставайтесь с нами, еще увидимся.